Павел, верни стену. Я попробую перевести, что ты сказала. Ты сказала, открыли два чопа. Национальная идея Кутынахас. Гофуйтегас. Туган тарафка там, туган як. Туган тараф, нет? Нет. Айда подкаст. Учим татарский. Друзья, всем привет! Это Айда подкаст. Меня зовут Айнур, и я учу татарский. Салям, мин Римма, хаммин татарша ирадам. Друзья, как вы видите, наконец-то мы с Римой оказались в одном кадре, в одном помещении, и это не монтаж. Плюс у нас новый формат подкаста, мы теперь учим татарский. Не просто берем какую-то тему, мы берем настоящие живые новости, мемы, какие-то интересные, задаем вопросы друг другу. И, конечно, в конце говорим на татарском, чтобы у вас было аудирование, а Рима будет исправлять мои ошибки. Да, и у нас сразу первая рубрика — это новости. Я буду читать заголовки последних важных новостей, буду читать из радио Затлык. Дальше мы обсудим новость и посмотрим, какие сегодня изучили новые слова. То есть мы буквально будем учить татарский по новостям? Буквально по новостям. Окей. Ну, давай попробуем. Итак, первая новость. Бірінші жаңалық. Парижда телеграмға негіз салушы Павел Дуров тұтқарланған. Парижда, в Париже, телеграмға негіз салушы. Телеграмға негіз салушы — это основатель телеграмма, да? Да. Негіз салушы. Павел Дуров тұтқарланған. Задержан. Да, тұтқарланған. А почему мне хочется сказать тұтқарылған или тұтылған? Тұтылған — это был пойман. Ага. Тұтқарланған — это уже официальное задержание официальными органами, властями. Просто тұтқарланған звучит как какая-то птица, типа корлыган там, или корлыган. Есть вообще такая птица? Это опять я придумал. Есть корлыгач, да? Это куст корлыган. А, корлыган — это куст смородины. Да. Ну, в общем, окей, тұтқарланған. Тұтқарланған еще можно перевести как когда опаздывает немного человек. Например, поезд тұтқарланды, то есть Задержался. задержался, да. Угу, окей. Ну и как ты относишься вообще к этой новости? Как будет на татарском свободу Павлу Дурову? Павел, верни стену. Я отношусь, не знаю, наверное, точно так же, как все остальные, в ожидании. Айнур, ты знаешь, за что его задержали? Вот давай я прочитаю прям выдержку из статьи. Француз хокук соклау ойшмалары Дуровны наркотиклар сату балаларга каршы җинаятьләр һәм акча урлауда катнашучы дип саный. Так, давай француз хокук соклау ойшмалары. Хокук — это закон, соклау — это правозащитники. Хокук — это право, соклау — правоохранители. Французский правоохранительный орган, то есть француз хокук соклау ойшмалары, Дурова, наркотиклар сату, продажа наркотиков, балаларга каршы җинаятьләр. Җинаят. Вот я знаю җәһәннәм, джаннат, җинаят. Джинаят — это, наверное, то, что ведет к джаханнаму. Джинаят — это преступление. Балаларга каршы җинаятьләр, преступление против детей. Да. Һәм акча урлауда катнашучы дип саный. Акча урлау — это кража денег. Да. Акча урлауда в краже денег. Да. Катнашучы — это участник. Да. Дип саный. Считает его, участником кражи денег, преступлений против детей и продажи наркотиков. Вот это интересная конструкция дип саный. Дип — это как будто, типа? Как будто бы... Дип. Нет, не как будто бы. Это просто связывающее слово. А мы говорим дип оты называет. Угу. Дип уйлый думает. Дип эйте говорит. Шулай дип эйте? Да, Говорит это мы вот так. предполагаем, что там есть какая-то цитата. То есть это предположение. Дип. Нет, читатель предполагает, что там спереди какое-то предположение. Угу. Вот Дуров на наркотиклар сату балаларга каршы җинаятьләр һәм акча урлауда катнашучы — это буквально то, что говорит, считает или там пишет в официальных документах вот эти правоохранительные органы Франции. Окей. А вот хокук соклау — это правоохранители. А как будут правозащитники? Хокук яклау. Там буквально в одном звуке разница. Яклау, соклау. Ага. Хокук яклау. Окей. Перейдем ко второй новости. Наверное, самая важная новость татарского мира среди татарских мероприятий. Икенче яңалык. Казанда пшен базары фестивале узды.
Так, ну давай сразу тоже попробую перевести. Козанда в Казани. Песчан базар, насколько я понимаю, это сенной базар. Да? Да, правильно. Песчан сена, базар это базар. Фестиваль Узда. Узда, ну, как бы прошел. Прошел. Прошел не в плане, типа, мимо тебя прошел, или тоже каши Узда, да? Да. Ну ладно, вот хорошее слово Узда. Супер, классная новость. Я много раз был на этом фестивале, я принимал участие в нем даже несколько раз. И даже на этом фестивале я заочно принял участие. Там была выставка фотографий со свадьбы, и я отправил свою фотографию, она там висела. В телеграм-каналах фестиваля пишут: «Биш йөз гариза килгән, йөз сәүдәгәр катнашкан». Давай переведем. Биш из гориза. Гориза — это заявка, да? Да, заявка или заявление. Кильган, ну, пришли, поступил, видимо. Да. Есть сәүдәгәр катнашкан. 100 сәүдәгәр — это предприниматель. Торговец. Торговцев приняло участие. То есть, по сути же, смотри, Песчан базар — это ярмарка, да, и там стоят ряды торговые, и люди продают какие-то татарские современные дизайнерские штуки. А почему вот мы используем слово «фестиваль»? Нету разве татарского слова «ярмарка», там аналог? Ярминке. Ярминке. А вообще, в принципе, вот татарский шопинг, как можно обозначить? Алыш-бириш. Этот алыш-бириш. Типа давание... Да. Взятие? Угу. Алабыз, акча бирәбез. Алыш-бириш. Через дефис пишется? Иә. Алыш-бириш. А если алыш-бириш азык-түлектә? Азык-түлек кибетендә алыш-бириш ясадым. Ясадым, киттем. Так, можно сказать? Ясадым, киттем. Можно и так сказать. Тегендә монда. Тегендә монда. Тегеләй былай. Тегеләй былай, азык-түлектә. Ну, понял, прикольно. Супер, классная новость. Ты же знаешь, почему не просто ярминка, а фестиваль называется Песчан базар? А почему там твои фотографии участвуют? Ну, потому что еще есть какие-то мероприятия, ты имеешь в виду? Да. Третья новость не очень веселая, но все равно показывающая, насколько большой, но дружный татарский мир. Заголовок звучит так. Үшінші яңалык. Австралияда яшәүче татар җырчысы Зульфия Камалова яман шеш белән көрәшә. Я вот сейчас понял такую вещь, что я эти новости знаю на русском, поэтому примерно понимаю перевод. Ну давай, Австралия, да, в Австралии. Да. Яшәүче татар, Австралия, да, яшәүче, живущая в Австралии, татар җырчысы, татарская певица. Зульфия Камалова, Зуля Камалова, яман шеш — это, видимо, рак. Белән көрәшә, борется с раком. Яман шеш — это буквально злокачественная опухоль. Шеш — это опухоль. Шишка, да, это вот похоже звучит. Да. А нет слова шишка? Нет, такого слова нет. Ну, я знаю, вот и говорят шишкен, типа, когда опуха, да? Да. А яман это? Плохо. Что-то недоброе, Плохо. что-то злое. А почему не йолбус, например, шиш? Это уже с каким-то умыслом уже йолбус. А яман просто плохой. Например, яман каше, яман нәрсәнда, яман халык. Плохой характер. Окей. Новость действительно, на самом деле, грустная. И Зуля Камалова, как вот писал Радив Кашапов, что это человек, благодаря которому, основатель татарской альтернативной музыки, благодаря ее песням вот возник, в принципе, целый жанр, и люди там вдохновились, и сейчас это все цветет, развивается, и... в общем, хорошо, что мы ее зачитываем, потому что мы можем, наверное, сказать, что Зуля Камалова, она объявила сбор, она собирает деньги, и весь татарский мир помогает. Зуля Камаловага ярдәм өчен 2 хисап ачылды. Русиядәге һәм чит илдәге татарлар һәм башка милләт кешеләре Зуля Камаловага ул тизрәк терелсен өчен ярдәм итәргә тырыша. Я попробую перевести, что ты сказала. Ты сказала, открыли 2 чопа. Открыли 2 чопа. То есть хисап — это счет, да? Хисап — это счет, да. Как в турецком прям. Потому что в Турции, когда приезжаешь, в ресторане сидишь, там надо хисап лютфен. Окей. Открыли 2 счета, один российский, один иностранный. Да. Вот. И это на самом деле очень здорово, что люди, то есть, донатят, очень много людей поддерживают, жертвуют, и это большой татарский мир. Я так видел новости тоже, что это прокомментировала и министр культуры Татарстана, Да. и много других людей по всему миру. И с одной стороны, новость, конечно, грустная, а с другой она показывает, что татарский мир, он может быть в каких-то моментах един и помогать как бы представителям своего сообщества. Да, Шамиль Идиатуллин, писатель, назвал великой Зулю Камалову.
И еще ребята 30 августа готовят трибьют на песни Зули Камаловой. И, наверное, весь татарский инстаграм видел клип Тансулы Галимовой, фотохудожницы, на песню Зули Камаловой «Суанасы». То есть Зулю можно поддержать не только финансово, но и добрыми словами, то есть написать ей в социальные сети слова поддержки. Аллах шифа берсин, триллерге yazsın, тизрек саляматлен. Мы тоже со своей стороны желаем скорейшего выздоровления Зули, хотим ее поддержать в той нелегкой борьбе, которую она начала, и мы ей очень гордимся. И дай Бог, дай Аллах больше сил. Рима, давай попытайся перевести тоже, что ты сказала, вот что можно написать Зуле. Аллах шифа берсин, это мы разбирали в прошлых подкастах, как бы дай Бог здоровья. Да. Тизрек ты сказала, по-моему, да, скорее выздоравливай. И, ну, я думаю, еще раз можно пересмотреть этот кусок, посмотреть, что сказала Рима, и написать Зуле в ее социальных сетях. Также в этих социальных сетях есть ссылки на все форматы поддержки. Да. Друзья, ну что ж, перейдем к следующей рубрике. Она называется «Окей, Римма». У Риммы вообще есть репутация в татарском сообществе, что вот по всем вопросам нужно обращаться к ней. А здесь она меня учит татарскому языку, поэтому, Римма, я вот собрал 2 недели, собирал вопросы, с чем-то вот встречался в интернете, и надеюсь, ты мне на них ответишь. Я увидел такой мем, там что-то вроде «татары не говорят экономь», татары говорят «кутынгныккас». И там причем казах из группы Ирины Кайратовны, это вот вырезка из интервью Дудя. И я хотел тебя спросить, что значит «кутынгныккас»? Я только хотела сказать, что это, наверное, казахский мем, потому что казахи очень любят эту фразу. У нас тоже так говорят. Это значит не только экономия, это и значит еще не выпендривайся, не вылезай из того места, где ты сидишь, то есть не вылезай вперед, то есть оставайся на месте, не выделяйся, больше молчи. То есть это какое-то наше национальное воспитание такое. Национальная идея кутынгныккас. Национальная идея кутынгныккас. Гофуйтыгас. Ну, это дословно переводится как бы «сожми ягодицы». Да. Ягодицы, в смысле, ну вот... Не расслабляйся. Да. Ну, нет, или наоборот, как бы, ну... Не знаю, интересно, почему такая метафора, будто бы вот в русском и других языках не могу вспомнить что-то похожее. Ну, окей, вот можно говорить кутынгныккас человеку, который слишком вот... Ну, например, хочешь ты вести подкаст про татарский язык и говорить, что вот есть такие проблемы, такие тебе говорят кутынгныккас, да? Правильно? Да. Окей. Второй вопрос. Вышел новый альбом группы Тараф. Я слежу за татарской альтернативной музыкой. Называется «Икинши». «Икинши» я легко перевел второй, но вот что значит слово «тараф»? Направление. Направление. Направление, куда мы двигаемся, куда мы идем. Хорошо, смотри, направление. Вот, но у нас же есть слово «йог». Я, например, запутался в пешеходном вот в этом, знаешь, переходе на проспекте Победы в Казани. И я говорю, мне куда пройти? И мне говорят там «Олга барагас, анан соң буяка баралагас, тигияка букитегес». Ну, не говорят же «тараф». Ну, там можно и заменить словом «тарап». Ну, давай попробуем, смотри. Я говорю, Римма, ничек меня шунда щегырга. Алға барасыз да, сол жаққа бұрылады. Яки айтамыз, бұл тарафқа барып дейбіз. Яқ, почему? Яқ означает сторона, то есть я ориентируюсь от себя. То есть какая это моя сторона, левая или правая. А тараф — это просто направление. Куда надо идти, да. Можно песню перепеть? Туган тарафка юто там, туган як, туган тараф, нет? Нет. Окей, ну хорошо, тут тараф направление. И последний вопрос. Саида Мухамедянова дошла до полуфинала вообще узбекского голоса. Вот. А потом выпустила песню на узбекском, я тоже ее перевел. Унутма мини, да, у нас, где и там е у других тюркских народов, но я понял, не забывай меня. Но у меня такой к тебе вопрос каверзный. Как сказать на татарском? Саида Мухамедянова стала полуфиналисткой шоу «Голос» в Узбекистане. Саида Мухамеджанова Узбекстанның Авоз бәйгесінің ярым финалисты болды. Бәйге — это конкурс, ярым финалисты — это полуфиналист. А ярым финал, видимо, полуфинал. Да. Окей, а как, вот смотри, у нас есть в татарском слово «тавош». Если бы ты была продюсером, как бы ты назвала татарский голос? «Тавош» или «овас»? Есть еще «овус», кстати, род. Я бы назвала «охен». Что? «Охен». Это значит
Мелодично. Красивый звук. А по буквам как это? А, Ага. Х, Стульчик или стульчик. стульчик? Ага. Ах. Н. Ахан. Да, и всем организаторам пришлось бы установить татарскую клавиатуру. Блин, на самом деле название вообще жесткое. Ну, в принципе, как европейское какое-то слово звучит. Ахан. Мгм. Все бы охинели, да? Получается. Все бы были рады, Окей. что есть множество татарской раскладки для клавиатуры. И вот, наконец-то, понадобится. Все бы знали новое слово. А у вас в татарском это звук, Да, тауыш голос, да. а у вас рот. Ауыз рот. Узбекский это именно наш ауаз, да? Аналог. Evet. Ие. У нас следующая рубрика, тоже новая. Татар-квиз. Я буду проверять, насколько Айнур запомнил сегодняшние новые слова. Буду считать до 3, то есть на ответ дается 3 секунды. Итак, начинаем. Первый вопрос. Что значит на татарском тоткарланган? Үш, ике, бер. Тоткарланган это задержан. Правильный ответ. 1 балл. Павел Дуров, мәсәлән, Парижда тоткарланган. Ие. Отлично. Devam ediyoruz. İkinci soru. Что значит на татарском узды? Үш, ике, бер. Я, если что, вот видео делаю так. Это не потому, что я такой тупой, потому что я хочу сказать, я забываю, что есть там 3-2 секунды, надо еще подумать. Узды прошел. Это не узды, типа, Правление. да, а узда прошел. А узырга — это проходить. Фестиваль узда. Да. Пещен базары фестиваль узда. Жей узды. Жай узда, кыши узда. Ешлик узды. Комар уза. Продолжим. У тебя уже 2 правильных ответа. Третий вопрос. Что значит на татарском яман шиш? Үш, ике, бер. Рак. Нет, не рак, а йоман шиш. Ты сказала злокачественная опухоль. Злокачественная опухоль. 3 правильных ответа, Айнур. Мощно. Я считаю, что я заслужил 5 в дневник. Или хотя бы аплодисмент. Алкашла. У нас новая и старая рубрика «Без татарча слежалась». Мы, так же, как и раньше, будем говорить на татарском, то есть у нас диалог будет на татарском, а потом я буду говорить Айнуру, где были ошибки, Если они, конечно же, будут. Их Будем может их. и не быть. будем их исправлять. Начнем. У нас тема будет про эмоции от освобождения журналиста Алсу Курмашевой. Айнур Алсу Курмашеваны азат иткән вакытта бөтен татар дөньясы бу хәлне, бу вакыйганы зур игътибар белән күзәтте, күп хисләр кичерде. Син бу уңайдан нинди хисләр кичердең? Біріншіден енді мен бик шатландым, бик бәхетле булдым, чөнки Алсу Курмаш ул Азатлык радио журналисты һәм ул менә Әйдә онлайн проектының нигез салучыларының берсе. Әйдә онлайнның авторы, редакторы. Һәм инде бездә һәм бөтен татар дөньясы аның хәле турында, аның вакыйгасы турында менә бөтен нәрсәне карап барды һәм менә бу хәбәрләр килә башлагач, сәяси тоткыннар югала башлагач, мин дә инде уйлый башладым, менә бу эш бара, ничек әйтергә, обмен алмашуга, и һәм мин уйладым инде менә монда Алсу да бу исемлеккә эләгергә тиеш. Һәм аннан соң бу хәбәрләр иртән бер көнне чыга башлады, күп һәм аның исеме дә керә башлады бу исемлеккә, һәм бу көн инде ниндидер шундый, белмим, мин бөтен көн телефонда утырдым, бөтен һәр хәбәрне укып тордым. Аннан соң менә үзе Байден моны подтвердил. Раслады. Раслады, анда шундый кадрлар булды. Ул аның кызын чакырып, аңа Happy Birthday җырын җырлады. И һәм мин уйлыйм, бу беренче татар кызыдыр, кемгә Америка президенты Happy Birthday җырын җырлый дип җырлаган. Аннан соң булды инде менә бу кадрлар, аны бөтенесе күрде һәм күп минем танышлар да язды. Алар бу кадрларны карап, аларның яшьләре чыккан.
койда әнисе белән ул кызлары белән сөйләште, шылтыратып, авалка битендә сәлам әни дип кызлары әйтте. Аннан соң ничек ул самолеттан чыкты, Байден белән кучаклашты, Камала Харрис белән кучаклашты һәм ничек гаиләсе белән кучаклашты. Һәм бу ниндидер инде дөньяда шундый зур вакыйга булды, һәм инде бик шәп ул азатлыкка эләккән өчен без бөтенебез шатланабыз. Иреккә чыгу дисең син. Азатлыкка эләгү, иреккә чыгу, азат булу. Әйе. Иреккә чыгуына без бик шатбыз, бөтенебез. Мин шулай уйлыйм. Әйе, иреккә чыгу ул һәркем өчен дә минемчә иң төп хокукы кешенең, аеруча аның беренче гаебе дә булмаса. Әйдә, синең эмоцияларны карыйк, син әйттең шатлык дидең, әйме? Әйе. Сөендем дидең. Сөендем димәдем, бәхетле булдым дидем. Бәхетле булдым дидең. Ярый, сөендем дигән мин үземнән истәдем. Яхшы. Һәм синдә бик еш очрый торган, бик популяр бер хата. Әйдә, кабаттан искә төшерик, син әйттең, бу беренче татар кызы кемгә Байден Happy Birthday җырлады диде. Әйе. Ничек дип аны татарча әйтеп әйтәбез? Мин аңладым, мин калька кебек сөйләшәм, рус теленнән, шулаймы? Әйе. Әйдә, дөресләп карыйбыз. Бу хәзер мин уйлыйм. Байден татар кызына Байден җырлаган Happy Birthday җырлаган беренче кыз. Әйе, беренче татар кызы. Ягъни менә бу кайсы дигән бер конструкцияны җөмләнең алдына куябыз да, кайсы төшеп кала, һәм безнең менә бу сифат җөмләләренә кала. Әйдә, үзең әйт әле тагын бер тапкыр. Туган көне хөрмәтеннән Америка президенты Байден Happy Birthday җырлаган беренче татар кызы. Бу прямо Инстаграмга описание куеп була. Әйе, шулай дип әйтергә була. Һәм тагын шундырак булды. Нәкъ шундый ук мисал булды, ләкин мин хәзер искә төшереп әйтә алмыйм. Хата шул ук иде. Ягъни без менә бу кайсы яки кем дип азактан әйтергә теләсәк, аны ничек тә алгарак күчерергә тырышырга кирәк. Алга күчергәннән соң теге кайсы кем дигән сүзләр үзләре төшеп калалар. Һәм безнең матур гына сифат җөмлә теге зур җөмләнең эченә кереп китә. Хорошо, понял. Спасибо большое. Вот у меня есть эта большая проблема. Я говорю как бы с калькой с русского, потому что я строю предложение в татарском, как на русском. Вот Рима объясняет, что так не нужно делать. Лучше строить по-татарски. Да. И ты понимаешь, что мы уже не просто обсуждаем, как слова переводятся, мы уже обсуждаем, как составлять предложения. Вау. Вау, Ваня. На этом сегодня все. Больше материалов вы можете найти у нас на сайте, в социальных сетях. Сау булыгыз. Сәләмәт булыгыз. Әйдә подкаст. Учим татарский.